Железнодорожная авария. Тепловоз проехал на красный свет и столкнулся с грузовым поездом. В результате образовался завал. Поврежден участок железнодорожного полотна, происходит истекание соляной кислоты из горловины опрокинутой цистерны. Существует угроза распространения пожара. Таков сценарий очередных учений МЧС. Тушить пожар – вот основная задача огнеборцев. Для этого задействована самая современная техника. Условия максимально приближены к реальным. Здесь чем страшнее, тем больше возможностей реализовать весь потенциал защитных сил. Рукавная линия протяженностью более 1 километра, забор воды для охлаждения. Вертолет, оснащенный водосливным устройством, отправляется к ближайшему водоему. С воздуха десантируют спасатели, а также эвакуируют условных пострадавших. Чем быстрее реагирует личный состав, тем выше эффективность их работы. При столкновении образовались завалы железобетонных конструкций, из которых извлекают пострадавших. В зоне условной чрезвычайной ситуации развернулся мобильный госпиталь, в котором обследовали потерпевших. Маленький робот с виду игрушка на пульте управления. Создан для решения сложных оперативных задач, к примеру, в туннелях, крытых автостоянках и железнодорожных станциях. МЧС Северной Осетии применяет инновационную технику. Этот робот – яркое тому подтверждение. На Северном Кавказе он единственный. Предназначен для тушения пожаров в труднодоступных местах. Свои учения он прошел успешно. Сегодня у нас происходила отработка взаимодействия системы МЧС с взаимодействующими структурами, а именно с органами управления, с системой РЧС и железной дорогой. Потому что в последнее время участились случаи аварий на ЖД-транспорте, и руководством Северокавказского управления было принято решение совместно провести учения. Механизм железной дороги является очень сложным. Это и представляет собой высокую степень опасности. Это и электричество, и большая загрузка как легковоспламеняющих и горючих жидкостей, проходит вблизи населенных пунктов. И поэтому была организована эвакуация населения, было организовано тушение, было организовано охлаждение. Были в результате завалы, спасателями разбирались. То есть по результатам можно сказать, такую оценку дать, что взаимодействие имеется. Ликвидация пожара, звук сирен, разбор завалов, спасение пострадавших – все как в кино. Но именно такие учения позволяют не только проверить готовность к экстренным ситуациям, но и вовремя устранить недочеты, если таковые имеются. Учения играют очень важную роль в нашей сфере, так как мы тренируем свои качества. Также непосредственное участие в них способствует улучшению, выявлению каких-либо недостатков. И по мере устранения мы намного лучше среагируем на реальные чрезвычайные ситуации. В учениях были задействованы сотрудники пожарных частей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Всего более 200 человек личного состава и свыше 30 единиц различной техники. Пожар потушен, люди спасены, задание выполнено. Именно так завершились межрегиональные учения МЧС. Ирина Дзабаева, Валерий Гадиев, Осетия ТВ.